Нет в путеводителях. Наткнуться на него можно только случайно, если карты заведут вас в этот уголок пустыни рядом с национальным парком Джошуа Трee. Экспонаты изготовлены из мусора и бытовых отходов. Гордость коллекции – авторские портреты голливудских звезд Линдси Лохан, Майкла Джексона и Памелы Андерсон. Создатель музея Фредерик Рудольф 15 лет назад поселился в этом доме и долго думал, что делать с завалами труб в гараже. Бывший фэшн-дизайнер, в свое время работавший в Париже для Hermès, вместо того, чтобы отнести этот скопившийся мусор на помойку, решил создать новый вид искусства – Junk Pipe Art. Иногда я иду на свалку металлолома за новым материалом или на частные распродажи, туда, где люди пытаются избавиться от мусора. Я нахожу там трубы и покупаю их. Меня спрашивают, что ты делаешь с этими трубами? Я отвечаю, что создаю искусство. Они смотрят на меня странно. Идеи для своих скульптур Фредди находит в основном смотря телевизор. Там он однажды увидел актрису Линдси Лохан с ее проблемами с законом и алкоголем. Результат – такой вот экспонат. Это Линдси Лохан. Ей нужна помощь, но я не могу ей помочь. Ей нужно помочь самой себе. Художник – ярый поклонник сериала «Спасатели Малибу». Его помыли уже 10 лет, и, говорит Фредди, пора бы обновить покраску. Хорошо ему удался и Майкл Джексон. Хотя Фредди все же больше нравится создавать скульптуры женского пола. 75-летний вдовец шутит, что делает женщину для себя, чтобы было не скучно одному. Правда, важно, чтобы женщина вышла молчаливая и послушная, говорит он. «Добро пожаловать, инопланетяне» – любимая инсталляция соседки Фредди, которая каждое утро любуется музеем из своего окна. НЛО существует, искренне убеждена она. Про него даже документальный фильм сняли. С гордостью она показывает другую скульптуру художника. На мой день рождения, 29 октября 2015-го, Фредди пришел и подарил мне ее. Я надела на нее парик и шляпу. Это очень особенный подарок, который он сделал собственными руками. Фредди в округе знаменитость. Барбара рассказывает, что каждый день кто-нибудь обязательно приезжает посмотреть на музей. Не раз посетители пытались приобрести произведения Фредди, но он отказывается их продавать. Во-первых, говорит он, ему не нужны деньги. Толку от них в его возрасте немного. А во-вторых, если он их продаст, людям будет не на что смотреть. Евгения Дюло, «Настоящее время. Америка».